Ассаляму алейкум, здравствуйте! В эфире программа «Ачехлав» и я ее ведущая Эльвина Меметова. Каждый народ считает свою культуру гордостью и достоянием. В современном мире нами полноценно развивается крымско-татарский язык, сохраняются и поддерживаются традиции и обычаи. В этом хорошо помогает крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма», которому в этом году исполняется 80 лет. И по такому случаю у нас сегодня в гостях художественный руководитель ансамбля, заслуженная артистка Украины, народная артистка Республики Крым Эльмира Ханым Налбантова. Селям алейкум, хош келдіңіз. Селям, чок сағолыңыз. Эльмира Ханым, очень приятно сегодня с вами в этой студии общаться. И первый вопрос, который хотелось бы задать, это как все-таки создавался такой знаменитый, очень любимый всеми ансамбль, и как он возрождался уже на своей родине? Вы знаете, крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма» – это, не побоюсь этого слова, я думаю, что или каждый крымский татарин знает, что это легендарный ансамбль, легенда крымско-татарского народа. И хочется, чтобы этот ансамбль остался не только легендой в прошлом, но и сегодня он был визитной карточкой нашего народа, и в любую страну, в любую республику, куда бы мы ни приехали, мы представляли наш прекрасный, добрый, отзывчивый, культурный крымско-татарский народ. Судьба, конечно, ансамбля сложная, и можно создать целый документальный фильм по биографии ансамбля. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что хорошие книги вышли у нашего Исмета Аблитифовича Заатова. 3 книги о культуре и искусстве крымско-татарского народа. И вот у меня в руках одна из этих книг – Крымский государственный татарский театр оперы и балета. И здесь рассказывается, как создавался театр оперы и балета, и как создался ансамбль, татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма». И хочу просто привести, я думаю, что так будет лучше, если я прочитаю. Да, и точную информацию. Да, точная информация будет. Ансамбль создался в преддверии подготовки к проведению декады культуры Крымской АССР в городе Москве и в Татарской АССР. Был объединен с Симферопольским крымско-татарским танцевальным ансамблем Усиина Бакала и Ялтинским ансамблем песни и пляски под управлением Изета Добра в ансамбль песни, музыки и пляски крымских татар в конце 1939 года и передан в ведение Крымской государственной филармонии. И 25 сентября 1939 года начал свою профессиональную работу на профессиональной основе ансамбль песни и пляски крымских татар. И хочу сказать, что в 1941 году должна была состояться эта декада, Олимпиада, но в связи с тем, что произошли для всей страны события, Отечественная война, прервали эту подготовку. Но хочу сказать, что в образовании ансамбля, художественным руководителем ансамбля стал наш известный композитор Яя Шарфединов, и музыкальным руководителем был Ильяс Бахшиш, также известный композитор. И на протяжении всего этого времени, до 1944 года, до депортации крымско-татарского народа, ансамбль песни и пляски крымских татар радовал зрителя не только народными произведениями, но и авторскими вещами. Сейчас хочу сказать, что балетмейстером ансамбля был Усиин Бакал. Это величайший наш балетмейстер, отец нашего балетмейстера Римзия Бакал. Вот. И я думаю, что мы, конечно, мы должны помнить и знать этих людей. И на протяжении всего этого времени, до 1944 года, когда произошла депортация, конечно же, ансамбль прекратил свое существование. И уже в Узбекистане в 1957 году вновь возродился. Я даже, знаете, иногда говорю, вы знаете, мы можем справлять несколько раз день рождения. Это 1939 год, 1957 год и 1964 год, когда Хайтарме дали имя.
В общем, в 1957 году возродился ансамбль, и вновь те артисты, которые работали до этого времени в ансамбле, они вновь пришли, чтобы возродить свою культуру, чтобы вновь дать людям новый глоток жизни, новое дыхание, чтобы люди поверили в себя, поверили в свою жизнь, что завтра будет у них еще лучше. Вот. В 1957 году, конечно же, художественным руководителем ансамбля был Ильяс Бахшиш, и уже в 1964 году в ансамбль пришел молодой композитор Эдем Налбантов. Он проработал очень недолго, было всего 1,5 года, но за эти 1,5 года была произведена очень большая работа. Я почему знаю? Потому что дома у нас очень бережно и очень так трепетно хранятся все архивы, которые связаны с пребыванием на этой должности папы. Поэтому и он всегда с такой нежностью и с таким трепетом всегда говорил об ансамбле. Для него это было действительно что-то самое большое. Вся жизнь. Вся жизнь для него, да. И сегодня, я могу сказать, сохранились и программы, которые принимались, были созданы специальные комиссии, которые принимали эту программу, письма Сабрии Реджеповой, то есть очень-очень много информации, которые сегодня есть. В 1964 году дают имя ансамблю «Хайтарма», и с 1964 года по сегодняшний день ансамбль радует своего зрителя. Хайтарма возвратилась в Крым, на свою родину, уже в 1992 году, и руководителем ансамбля уже был в то время народный артист Узбекистана Фивзи Белялов. Очень много они сделали, ансамбль много сделал для поддержки народа, духовной поддержки народа. И сегодня, до сегодняшнего дня ансамбль дает силу и веру нашим людям. 15 лет была художественным руководителем Ремзия Бакал. Сколько было новых постановок, сколько было постановок хореографических. То есть, знаете, все люди, которые были у руля ансамбля «Хайтарма», это все титаны культуры крымско-татарского народа. И сегодня мы действительно, опять-таки, не повторюсь сказать, что сегодня мы должны очень бережно хранить и холить и лелеять вот то, что у нас сохранилось. Но есть время, которое неумолимо идет вперед. Сегодня уже вот 3 года, как я руковожу этим, мне дали возможность руководить этим ансамблем. Конечно, это очень сложно и очень ответственно, потому что, во-первых, столько людей за спиной у тебя и столько зрителя, который не принимает ложь, который не принимает, как сказать, не принимает лицемерие. То есть ты должен перед зрителем быть честным и откровенным. Все, что тебя затрагивает, все, что тебя тревожит, все, что ты любишь, ты должен рассказать зрителю. Поэтому сегодня крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма», у него новое веяние, но мы остались на тех традициях, и мы их просто приумножаем, те традиции, Цель все та же. Да, которая была тогда. Вот ансамбль, он всегда впечатляет своими концертными программами, всегда хочется прийти, да, вновь и вновь. Расскажите, как вообще происходит процесс подготовки вот этого репертуара? Кто в этом вообще участвует? Очень интересно. Вы знаете, очень интересно бывает, потому что участвуют практически все, весь коллектив.
Потому что я не могу сказать ветераны, я не могу сказать такое слово. Есть люди, которые больше работают в этом ансамбле, и они знают больше, чем, допустим, немножко больше, чем я, которые все время связаны с музыкой, с песнями. И, конечно же, ты советуешься с этими людьми. Это Раиф Ага Алиев, это Сидхалил Апазов, это люди, которые очень долгое время проработали, Рустем Абильтаров. То есть, конечно, ты обращаешься к людям, которые, не работая в ансамбле, знают очень много о крымско-татарской песне, музыке, танце. И, конечно, когда ты предлагаешь, они тебе говорят, ты знаешь, это не подойдет, вот это будет лучше звучать здесь. Это действительно так, потому что все-таки ансамбль, когда ты делаешь программу, это командная работа больше всего. И когда одна голова хорошо, а 2, 3, 10 еще лучше, ну, конечно же, ты оставляешь за собой право выбора как руководитель, потому что ты ответственен за это. Ты прислушиваешься к нашему мнению, но при этом еще взвешиваешь очень много. А примут ли так, примут ли так? Конечно, есть очень много, как сказать, вещей, которые, может быть, зритель пока еще принять не может, да, потому что это слишком ново для них. Но я думаю, что раз у нас был Крымско-татарский театр оперы и балета, мы должны стремиться к тому, что мы должны создавать новые программы, и чтобы они... Мы должны идти к тому, чтобы все-таки растить новое поколение, и чтобы они уже могли и петь, и танцевать, и балет у нас свой был, и опера, и мюзикл. То есть это очень здорово, когда у нас есть много жанров, и мы можем, наша молодежь может пойти на мюзикл крымско-татарский, на театр кукол, например, для детей. То есть это здорово, когда вот все вместе мы можем сделать вот такие многожанровые спектакли, программы. Да, действительно здорово, когда есть возможность выбрать. Эльмира Ханум, а как я вначале сказала, сегодня полноценно развивается наша культура, наш язык, вы этому, безусловно, способствуете. И сейчас хотелось бы прерваться на нашу постоянную рубрику, где наши телезрители, благодаря рубрике нашего корреспондента, могут изучать крымско-татарский язык. Давайте посмотрим. Мераба, сурметли телесердюлер. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня никто не может ответить достоверно, сколько же тысяч лет человечеству известны танцы. Но однозначно одно – представить без них общество сейчас просто невозможно. И в сегодняшнем выпуске «Анатоле» мы постараемся вас в этом убедить. Хореография как искусство заслуживает не только восторга зрителей, но и является для настоящих танцоров смыслом жизни. Итак, танец на крымско-татарском оюн, танцор оюнджи, а хореография звучит аналогично. Некоторые хореографы считают, что за движениями тела скрывается истинное движение души. Танец – это неотъемлемая часть любой культуры. Итак, движение – арекет, арекет итуф, арекет этме. Люди, которые занимаются танцами, как правило, обладают хорошей гибкостью, пластикой и в целом целеустремленностью и силой воли. Итак, гибкость – маиш-хахлых, сила – куч, хувет, тахат. Танцы могут быть плавными и спокойными, резкими и ритмичными, но каким бы ни был танец, он всегда манит и притягивает к себе окружающих. Итак, плавный, ялдамалы, аханталы, резкий, кучлю, шиддетлі, ритмичный, ритмик. Разновидностей танцев очень много. Это и классическая хореография, и современные танцы, и народные. Как известно, народный танец крымских татар – это хайтарма. Во многом благодаря ему крымские татары не утратили своей национальной идентичности. Итак, классический – классик, современный – земаневий, земане.
Народный, халх или милли. Танцевать – это удивительная способность человека выражать свои эмоции. Танцы делают человека более раскованным, раскрепощенным и даже свободным. Итак, раскованный – эркин, раскрепощенный, то бишь непринужденный, свободный – сербест. У людей, причастных к этой профессии, есть собственный профессиональный праздник – Международный день танца, и отмечается он 29 апреля. Так давайте поздравим их вместе и пожелаем больших творческих побед. Увидимся в следующем выпуске. Корышкенджи! Друзья, ну а мы продолжаем. У нас сегодня в гостях художественный руководитель крымско-татарского ансамбля песни и танца Хайтарма Эльмира Ханум Налбантова. Эльмира Ханум, вот ваша семья, она, безусловно, связана с историей этого ансамбля. Вы относительно недавно, да, как вы сказали, стали руководителем. Какая работа была проделана? Да? Что вот еще планируете впереди? Впереди, вы знаете, всегда нужно ставить цели перед собой, да? Самые высокие. Да, самые высокие. Мы сначала их ставим, а потом достигаем их уверенно. Вот. Конечно же, работа очень серьезная, потому что, придя в ансамбль, я хочу сказать, что все-таки центр Симферополь – это и есть центр. Сегодня ансамбль находится в городе Евпатория. И, ну, вдали от центра, будем так говорить. И очень сложно то, что центр знает, что есть здесь много коллективов крымско-татарских, то очень сложно людям сказать, что вот мы находимся в Евпатории, потому что нам нужен, чтобы приехать сюда, нам нужно взять транспорт, приехать. То есть это очень определенные затраты, усилия, то есть вот такое. Конечно же, очень долгое время при той власти, будем говорить так, как-то ансамблю уделялось очень мало внимания. И на сегодняшний день хочу сказать огромное спасибо и Крымской филармонии, и Министерству культуры, которые все-таки дают возможность нам расти, возрождаться вновь, чтобы мы зазвучали и зазвучали по-новому. И сегодня у нас очень много поездок, гастролей. Буквально недавно, полгода назад, в декабре, мы были в Турции, в Анкаре, на днях культуры крымских татар. Мы ездим на фестивали. Это Казань, это Липецк, это Тамань, это Республика Чечня. То есть мы практически за 3 года очень много объездили республик и даже побывали вот за границей, будем так говорить, в Турции. Это дает возможность артисту, самому артисту поверить в себя, что он нужен, что сегодня он чем больше работает, тем больше получает. То есть не только, я имею в виду, вот материальное, но больше всего духовного, потому что артист не может замыкаться в себе. Вот только, например, в Евпатории он должен ездить везде. Он не только должен ездить по Крыму и показывать свое творчество, и давать людям, своим крымским татарам, и не только, а гостям Республики Крым показать, что вот крымско-татарский народ, вот наша культура такая. Но мы должны сами развиваться и духовно,
и в плане профессионализма, и, конечно же, материально. Ну, от этого никуда не уйдешь. Поэтому чем больше мы работаем, тем больше мы получаем и развиваемся. И от этого, то есть наш зритель тоже развивается, потому что он знает, оказывается, есть, вот мы побывали, поговорили с музеем, вот у нас есть такая обувь, вот у нас есть там это, а вот с этим можно что-то сделать? Да, вот, поэтому у нас появился, например, танец на табалдрыхах, на лын или табалдрых, это на разных диалектах. Вот, зритель увидел. Сначала для них это было шоком. Может быть, наша ошибка в том, что мы не дорассказали, что вот это крымско-татарская обувь, да, а потом это для них стало интересно. Сегодня они уже с удовольствием смотрят на эту хореографическую постановку. Завтра у нас будет другая постановка. То есть это здорово, что нам дают возможность развиваться, ездить, показывать свою культуру. И сегодня мы можем с гордостью говорить, что наша культура и наше искусство понятно для других национальностей. Потому что только благодаря культуре, искусству, музыке, песне и танцам мы можем узнать друг друга, мы можем понять друг друга, мы можем сказать открыто друг другу в глаза: «Здравствуй, и я тебя люблю», независимо от того, какая у тебя национальность и вероисповедание. Это же здорово, конечно. Мы сегодня с вами говорим много, да, уделяем внимание именно развитию, и это можно заметить на примере вашего ансамбля. К примеру, в одной из ваших концертных программ, последняя, да, «Алтын Бешик», одна из последних, там вы соединили вот те традиции, которые уже у нас есть, и с современной обработкой музыки, с современными элементами танцев. То есть как вообще пришла такая идея, как это приняла публика? Вот расскажите подробнее обо всем. Я почему и говорю, знаете, что публике немножко было невдомек, а почему ансамбль Хайтарма танцует на пуантах, а почему нет? Стоять на месте не нужно. Да, вот у нас кусочек есть, вот уже мы уже немножко движемся к тому, что мы можем создать свой балет. Только для этого нужна школа хореографическая, опять-таки национальная, допустим, будем так говорить. Да? У нас мы спели джаз, почему нет? Это здорово. Конечно. Потому что нельзя стоять на месте. Мы должны новые жанры научиться овладевать теми новыми жанрами. Это хорошо. Но для этого, опять-таки, я повторюсь, что для этого нужна школа хореографическая, школа вокальная, именно национальная. Это очень важно. И очень хорошо, что у нас при нашем инженерно-педагогическом университете мы очень плотно работаем с Чингизом Якубовым. И сейчас у нас есть такая возможность, что мы можем открыть хореографический класс. Это здорово. Мы можем открыть там класс народного пения. Это нужно, потому что мы должны развиваться как нация, как народ. И чем больше у нас будет таких вокалистов, таких танцоров, таких музыкантов, которые играют не только на современных инструментах, но еще и на национальных. А если мы еще откроем оркестр национальных инструментов, это вообще будет здорово. То есть, вы знаете, планов очень много. И рождаются вот такие программы, наверное, знаете, вот я когда приехала в Евпаторию, да, Евпатория, это вообще какая-то страна совершенно другая. И для меня, я ее страной называю, потому что в ней очень тихо, все так спокойно, море, песок, едешь солнце. Умиротворение. Да, все так хорошо. И тут приезжает Эльмира Гидевна, который все время что-то такое нужно. Вот. И там, где родился и жил Ашик Умер, правильно? То есть это история, это фундамент, на которой растет культура крымско-татарского народа. И как-то так мне думаю, так хочется вот об Ашик Умере что-то рассказать, хочется вот это показать, стихи почитать, знаете, и как-то вообще хотелось изначально сделать немножко кукольный спектакль «Алтын Бешик».
Ну чтобы да. там Ашик-Умер был, куклы, чтобы наши артисты... Ну, все это, конечно, упирается совершенно в другое, не будем об этом говорить. Но вот идей, планов очень много. Конечно, если еще когда люди тебе в этом помогают и идут навстречу, то это вообще тогда и программы, и планы воплощаются. Это уже совершенно другое. Здорово тогда будет. Ну, а вот что у вас запланировано именно вот в честь вашего юбилея, 80-летия? Какую программу мероприятий готовите? Поделитесь со зрителем. Юбилейная программа запланирована, конечно, запланировано у нас очень много. Очень много. Во-первых, у нас сейчас идут гастрольные такие туры, поездки в связи с 80-летием. Но, конечно, у нас мы хотим пригласить всех ветеранов, которые работали, отдали свою жизнь, свое тепло, свою душу ансамблю. Конечно, это такие замечательные артисты, о которых мы знаем. И которых даже зритель, может быть, и не знает. Те люди, которые работали в 1957 году, в 60-е годы. Эти люди есть, эти артисты. И они сегодня считают себя артистами крымско-татарского ансамбля «Хайтарма». Это здорово, Так что оно и эти есть. люди до сегодняшнего дня пронесли любовь к этому ансамблю. Низкий им поклон. Конечно же, это и Джемиля Османова, и Мунир Аблаев. Это я говорю о тех, кто сейчас их знает. Это, я даже, вы знаете, Линияр Якубова. То есть это люди, их вроде мало осталось, но их так много, и хочется их собрать. Всех вместе. Да, это и Рустем Миметов, Гульзар Бекирова. То есть это люди, которые очень много отдали ансамблю. Вот. И, конечно же, ждет зрителя новая программа. Помимо того, что мы хотим, чтобы наших ветеранов и наших артистов увидел зритель. Конечно, это новая программа. Конечно, мы остаемся в тех рамках, в которых, я не могу сказать рамках, то есть мы несем ту культуру, которая вот Хайтарма до сегодняшнего дня несла. Мы остаемся в этом. Но очень много произведений будет, где артисты будут петь акапелла, где зритель увидит совершенно новый танец, который никогда не видели. Да, не буду говорить, раскрывать все секреты. Остается. Да. Конечно, зритель услышит о людях, которые нам помогают и дают возможность нам дышать и жить по-другому. Вот. Программа должна быть интересная, насыщенная, в 2 отделениях. Вот. Конечно же, мы ждем гостей, которые наш ансамбль будут поздравлять. Это гости из Чеченской Республики, которые должны приехать, из Дагестана. Мы их всех ждем. Но самая главная фишка для всех зрителей, которые любят ансамбль, это ансамбль «Хайтарма». Супер, отлично. Эльмира Ханумовна, на такой позитивной ноте, на ноте предвкушения, да, хочется уже скорее посмотреть это все, услышать, увидеть воочию. Нам тоже очень хочется, Да. представлять. Мы надеемся, что у вас все получится, мы уверены Иншалла. в том, что у вас все, иншалла, получится. Чох сагун за то, что вы сегодня пришли, сагун за то, что вы со своей командой делаете, и это видно, потому что вы вкладываете туда душу. Чох сагун. Сізге сау болу. Дорогие друзья, ну а мы с вами прощаемся, увидимся через неделю. В конце наша рубрика «Мудрость ислама». Приятного просмотра. Салахин Халнус. Сунна. Обычай, пример. Мусульманское священное предание, излагающее примеры жизни исламского пророка Мухаммада как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина. Такбир. Возвеличивание Аллаха словами «Аллаху Акбар». В переводе с арабского означает «Аллах велик», употребляется как знак радости. Мубах. С арабского «дозволенное». В шариате часть дозволенных действий, совершение которых не предписывается, но и не запрещается.
Мубах, совершенный с хорошими намерениями, становится благоугодным поступком халяль, а с плохими – греховным.